В городе Алдане стартовала 6-я республиканская деловая игра «Министр». 112 участников разделены на 7 команд. Лучший коллектив конкурсная комиссия определит 31 марта. В общей сложности за 5 лет действия игры «Министр» из нее вышли вице-президент Дмитрий Глушко, вице-премьер Павел Маринычев, глава Минтранса Семен Винокуров, министр внешних связей Валерий Максимов, его заместитель Михаил Куликов и многие другие. Из Алдана передает наш корреспондент Руслан Павлов. Как довести численность населения республики до миллиона человек и повысить уровень ВВП к столетию Якутской АССР? Такое общее задание от главы республики получили участники финального этапа 6-й республиканской деловой игры «Молодежь. Инновационно-стратегический курс Якутии». Для финалов был выбран Алдан, и это не случайно. Алданский район имеет особое значение с различных точек зрения. С точки зрения развития промышленности, но Алданский политехникум – это учебное заведение, которое является, смело можно говорить, кузницей кадров в истории вообще республики. Цель деловой игры, как и прежде, это создание условий для эффективного использования научного и творческого потенциала молодежи. Как показала практика, решения, которые предлагают команды в игре, не раз брало на вооружение правительство республики, а некоторые участники деловой игры сегодня занимают высокопоставленные государственные должности. Я хотел бы просто привести пример о том, что правительство республики работает 4 члена правительства, 2 заместителя председателя правительства, 2 министра, которые участвовали в свое время в этих играх. Как говорят психологи, которые сегодня уже поработали с командами, ребята готовы к конструктивной работе. На решение поставленных задач им дано всего 2 дня, за которые нужно успеть подготовить итоговый доклад. Вопросы, кроме общего президентского, разные и требуют разнообразных подходов. Так как я участвую первый раз в этом, поэтому для меня самое главное – это опыт, потому что на этой игре рассматриваются глобальные вопросы республиканские, которые уже, в принципе, рассматриваются не 1 год и даже десятилетия. И сейчас поучаствовать в этих разработках очень огромный, колоссальный опыт вообще для дальнейшей жизни. Подведение итогов и защита проектов состоится 31 марта. Кроме профессионального жюри, принимать доклады будет глава Якутии Егор Борисов. Участники команд победителей, а по положению их будет всего 3 из 7, получают дипломы и вносятся в резерв управленческих кадров Республики Саха-Якутия. Руслан Павлов, Дмитрий Залевин, Николай Герасимов, НВК Саха, Алдан.